Иса Пугоев находится на диализе целый год. Высокое давление, учащенное сердцебиение. Ни один медицинский препарат не дает нужного эффекта, рассказывает супруга. У мужчины из-за проблем с сосудами ампутировали конечности. Сегодня, попав на прием к врачам Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, надеются найти выход из ситуации. Нам сказали, что у них во дворе стоит фура с оборудованием. Сейчас мы идем туда вместе с терапевтом на дальнейшее обследование. Во дворе кардиодиспансера припаркован кардиомобиль. Уникальная машина, совмещающая 7 кабинетов, в которых проводится УЗИ, ЭКГ, анализ крови и исследовательские работы врачей. Пока Иса Пугоев находится на ультразвуковом обследовании, врач функциональной диагностики Андрей Королев оценивает кровоснабжение головного мозга пациента и определяет наличие атеросклеротического процесса, затрудняющего кровоток. Он может привести к инсульту. Фактор риска надо исключить. Да, выявили у него незначительный атеросклероз до 25-30%. Далее он пойдет к кардиологу, ему определят показания для назначения статинотерапии, чтобы данные бляшки у него не увеличивались. После нескольких минут обследования пациенту назначили коронарное обследование. Оно необходимо для лечения сердца. В любом случае я вам сейчас назначу лечение, чтобы поддержать сердце. Нужно будет обязательно нам разбираться с вашим давлением, с холестерином. Для подтверждения диагноза пациенту предстоит обследование и консультация еще у нескольких специалистов. Здесь в кардиодиспансере работает 18 приезжих высококлассных врачей. На приеме у Елизаветы Новохадской пациентка из Сурхахи Жарайдат Нальгиева. Недолгий анамнез, чтобы не утомлять бабушку, и врач назначает ей обследование в том же кардиомобиле. Пациенты обращаются с разными жалобами. Говорят, врачи есть и те, у которых все показатели в пределах нормы. Также за эти 2 дня, что они находятся в республике, были больные, которым необходимо углубленное профилактическое консультирование с указаниями коррекции образа жизни. Достаточно пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы. Вчера были пациенты с достаточно тяжелым состоянием, которые на самом деле и не совсем амбулаторно, возможно, должны были обследоваться. Давали им направления, рекомендации, и наши врачи их консультируют, полностью обследуют. Их уже направили к кардиологам, аритмологам и эндоваскулярным хирургам для полного обследования, рекомендаций и медикаментозного лечения. Мы будем отбирать пациентов в центр, пациенты с аритмией, пациенты с высокого риска, кому нужна коррекция антигипертензивной терапии или кому нужно, например, стентирование. В основном жалобы от пациентов на повышенное артериальное давление, боли за грудиной, одышка и другие патологии. Из личной практики врачей медицинского центра в отдельных регионах и областях нашей страны статистика заболеваний сердечно-сосудистой системы абсолютно разная. Например, в вашем регионе не принято курить, в связи с некоторыми религиозными причинами, поэтому ваших пациентов намного меньше инфарктов миокарда, инсульта, что говорит о том, что курение действительно вызывает все эти заболевания. Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины считается одним из ведущих по всей стране в области предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт. У нас исследование состоит из 2 этапов. Первый – это скрининговый этап, на котором отбираются пациенты, как раз подверженные высокому риску, и далее они направляются на специализированный осмотр к врачам. Организован выезд команды медиков благодаря партнерскому соглашению между Фондом «Инфаркт» и Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины с Министерством здравоохранения России. Я сам перенес инфаркт, и пережив эту историю, я решил создать фонд для того, чтобы люди не сталкивались с моей ситуацией. Вот создан фонд, мы приобретаем такие кардиомобили. Они путешествуют по всей стране. У нас партнер Минздрав России. 14, 15 и 16 июня специалисты центра проведут прием в Назрани на базе городской поликлиники. Попасть на прием могут и жители Малгобекского и Сунжинского районов. Адам Мережков, Сулейман Костоев. Новости 24.